Я вас всех приветствую. Сегодня у нас очень интересный урок. Я надеюсь, вы готовы. Давайте приступим. Тема нашего сегодняшнего урока – электронные таблицы. С давних пор самыми сложными профессиями считались бухгалтеры, инженеры, статисты, так как представителям этих профессий приходилось выполнять громоздкие вычисления на калькуляторе. При выполнении расчетов нужно было быть очень внимательным и аккуратным, потому что, допустив даже незначительную ошибку, работа могла остановиться на целые месяцы. В аналогичной ситуации были и студенты математических, экономических и других факультетов. Каждый день им приходилось выполнять скучные и сложные вычисления. Однажды, в 1979 году, сидя на лекции в Гарвардском университете, студент финансового факультета Дэн Бриклин наблюдал за преподавателем. Лектору приходилось нелегко. Мало того, что ему нужно было обучить студентов, обеспечить наглядность, так еще и каждый раз приходилось стирать и переписывать большое количество данных в таблице финансовой модели. Он и его друг Роберт Фрэнкстон, который разбирался в программировании, разработали первую программу электронной таблицы, названную ими VisiCalc. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое электронные таблицы, какие данные можно вводить в ячейки таблицы, а также поговорим о режимах работы электронных таблиц и о ссылках. Практически во всех сферах деятельности используют электронные таблицы. Это и бухгалтерия, экономика, медицина, инженерные расчеты, составление различных сводок, накладных, ведение домашнего хозяйства и многое другое. Электронная таблица, сокращенно ЭТ, это совокупность данных, представленных в виде таблицы. Данные могут быть связаны формулами и автоматически пересчитываться при их изменении. Таким образом, электронная таблица представляет собой табличную модель структурирования, обработки и отображения информации. Табличный процессор – это программа для работы с электронными таблицами. На сегодняшний день самыми распространенными процессорами являются OpenOffice.org Calc и Microsoft Office Excel. С помощью табличных процессоров можно решать следующие задачи: создавать электронные таблицы, открывать, редактировать и сохранять электронные таблицы в файле, графически представлять данные с помощью графиков и диаграмм, вычислять и анализировать данные, а также пересчитывать значения при изменении данных, выводить на печать электронные таблицы. Рассмотрим интерфейс табличного процессора OpenOffice.org Calc. На рабочем столе выбираем ярлык программы OpenOffice.org. В открывшемся окне находим «Электронная таблица». Выбираем левой кнопкой мыши, щелкаем на надпись «Электронная таблица». После запуска табличного процессора на экран выводится окно с рабочим листом, интерфейс которого состоит из 5 основных частей: строка заголовка, строка меню, панель инструментов, строка ввода и основное окно, представляющее собой таблицу. Давайте познакомимся поближе со всеми частями интерфейса. В самом верху окна вы увидите строку заголовка, на которой отображается название программы и название документа, а также кнопки управления окном. Ниже под строкой заголовка расположена строка меню, которая содержит название групп команд управления электронной таблицей. Рассмотрим интерфейс табличного процессора Microsoft Office Excel 2010. Запустить Excel можно, выполнив команду «Пуск все программы Microsoft Office, Microsoft Excel». После запуска на экран выводится окно, при внимательном рассмотрении которого многие элементы вам покажутся известными по опыту работы, например, в Microsoft Word. В самом верху вы увидите строку заголовка, на которой отображаются название документа и программы, а также кнопки управления окном. Интерфейс процессора состоит из 5 основных частей. Это панель быстрого доступа, панель вкладок,
Строка формул, отдельно выделенное меню «Файл» и основное окно, представляющее собой таблицу. Давайте познакомимся поближе со всеми частями интерфейса. В левой части строки заголовков расположена панель быстрого доступа. Название панели говорит о том, что с ее помощью мы можем получить быстрый доступ к важным командам. Вы можете настроить данную панель, разместив на ней команды, которые вы будете часто использовать. Специалисты компании Microsoft после проведения ряда серьезных исследований объединили наиболее часто используемые функции в ленту вкладок, сгруппировав их в логические группы: главная, вставка, разметка страницы, формулы, данные и так далее. Эти группы называются вкладками. Отдельно выделенная вкладка «Файл» находится в левой части ленты и отвечает за самые главные действия, без которых вся остальная работа просто не имеет смысла. Создание и открытие документа, сохранение, а также печать, публикацию в интернете и пересылку по электронной почте созданного вами файла. Вкладка «Главное» используется в основном в работе с буфером обмена и выполнении форматирования. Вкладку «Вставка» часто используют в работе с графическими объектами, и в первую очередь она полезна в создании диаграмм. Большинство инструментов, размещенных на вкладке «Разметка страниц», имеют прямое или косвенное отношение к настройкам выводов документов на печать. Вкладка «Формулы» позволяет вставлять и редактировать формулы, а также переключать режимы отображения. Вкладка «Данные» используется при обработке данных, в том числе полученных от внешних источников. Для проверки правописания и работы с примечаниями, совместного использования и защиты документов, а также отслеживания редакторских изменений используют утилиты на вкладке «Рецензирование». Далее следует вкладка «Вид». Группы вкладки содержат пиктограммы команд и меню для настроек внешнего вида документа. Строка формул располагается под лентой и над основным окном. В ней отображается адрес ячейки и данные, которые в нее введены. Здесь же данные можно редактировать. Под строкой формул расположен рабочий лист. Совокупность листов составляют рабочую книгу. В Excel можно менять имена листов. Например, первая четверть, вторая четверть, третья четверть. А также можно удалять ненужные листы и добавлять новые, нажимая на ярлыки листов. По ним можно перемещаться. Также в окне имеются полосы прокрутки, которые позволяют перемещаться из одного места активного листа в другое место, но в пределах активного листа. Рабочий лист представляет собой прямоугольник, разделенный на строки и столбцы, на пересечении которых находятся ячейки. Столбец – это вертикально расположенная область электронной таблицы. Столбцы обозначают буквами и сочетаниями букв латинского алфавита. Например, А, Б, З, АА и так далее. Строка – горизонтально расположенная область электронной таблицы. Строки нумеруются числами. Всего в Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца. Каждая ячейка имеет свой адрес, который состоит из названия столбца и номера строки, например, C6, B12. Называя адрес ячейки, всегда в первую очередь указывают имя столбца, а во вторую – номер строки. Табличный курсор – это выделенный прямоугольник, который можно поместить в любую ячейку. Ячейка, в которую помещен курсор, называется текущей. Данные можно вводить и редактировать только в текущей ячейке. Диапазон ячеек – это группа нескольких выделенных ячеек. Адрес диапазона состоит из адресов верхней левой и нижней правой ячеек, разделенных двоеточием.
Например, С5, Е12, Б2, Б6, С4, Д18. Под рабочей областью расположена строка состояния, в которой отображается сообщение о текущем режиме работы таблицы, а также о возможных действиях пользователя. А какие данные можно вводить в ячейки электронной таблицы? Данные могут быть различными. Это числа, текст или формулы. Возможности работы с данными определяются их типом. Excel работает с данными следующих типов: числовые значения, текстовые значения, дата и время суток, примечания, формулы, изображения и объекты мультимедиа из файлов или коллекций клипов, фигуры или объекты WordArt, гиперссылки на ресурсы интернета и другие документы. Рассмотрим основные типы данных более подробно. Текст. Для ввода текстовых данных выделяют нужную ячейку, набирают текст и нажимают клавишу Enter. Excel автоматически распознает текстовые значения и по умолчанию выравнивает их по левому краю ячейки, если соседние ячейки не заполнены. Если соседние ячейки заполнены, то Excel позволяет отображать более длинный текст, перекрывающий расположенные справа ячейки. Если в них уже размещены данные, видимые текстовые значения обрезаются, но не удаляются. Полностью текст можно увидеть в строке формул при выделении ячейки или при изменении ширины столбца. Числа. Excel автоматически распознает числовые значения и по умолчанию выравнивает их по правому краю ячейки. Данные могут быть целыми, например, 10, десятичными, 8,5 или обыкновенными дробями, 7,1/2. Для того, чтобы табличный процессор правильно обрабатывал данные, нужно соблюдать следующие правила ввода. Для ввода числа в ячейку ее выделяют с помощью мыши или клавиатуры, затем набирают число и нажимают клавишу Enter. Дробную часть числа от целой отделяют запятой. Если число разделили точкой, то табличный процессор распознает его как дату. Если нужно, чтобы табличный процессор сохранил в виде текста числа, даты или формулы, вводить их начинают с апострофа. Редактировать данные можно как в строке формул, так и в самой ячейке. Для замены содержимого ячейку выделяют и вводят новые данные. Двойной щелчок мыши или нажатие клавиши F2 позволяют редактировать данные прямо в ячейке. Приемы редактирования не отличаются от применяемых в текстовом редакторе. Теперь разберемся с правилами ввода формул. Табличный процессор Microsoft Office Excel выполняет все вычисления по формулам. В состав формул могут входить числа, знаки математических операций, скобки, адреса ячеек и диапазонов, а также стандартные встроенные выражения, называемые функциями. Ввод формулы в Excel начинают со знака равенства. Знак равенства является признаком начала формулы. Он указывает табличному процессору на необходимость интерпретации следующего за ним выражения в виде формулы. Ввод формулы завершается нажатием клавиши Enter или щелчком мыши по свободной ячейке или в окне с птичкой в строке формул. После ввода формул табличный процессор начинает выполнять вычисления и по умолчанию отображает в ячейке результат вычислений. Для обозначения арифметических операций используются следующие знаки: плюс, минус, умножить, делить. Для возведения в степень знак шапка. Порядок выполнения действий не отличается от принятого в математике. Рассмотрим пример. В ячейках B2, B3 и B4 записаны числа 8, 9, 10, а в ячейках C2, C3, C4 значения 6, 18, 8
нам необходимо в ячейке D2 по формуле найти сумму чисел. В ячейке D3 найти вычисления по формуле. В ячейке D4 найти разность квадратов по следующей формуле. Значения в ячейках, содержащих формулы, изменяются автоматически, как только изменяются входящие в формулу исходные данные. Для этого в формулах используют не сами исходные данные, а ссылки на адреса ячеек, в которых эти данные находятся. По умолчанию в ячейках с формулами отображаются не сами формулы, а результаты вычислений по ним. При этом сама формула отображается в строке формул. Выделяют три основных режима работы электронных таблиц. Это режим формирования таблицы. Название режима говорит само за себя. Формирование электронной таблицы предполагает заполнение и редактирование документа. Режим отображения таблицы. Для электронной таблицы может быть установлен режим отображения формул и режим отображения значений. По умолчанию включен режим отображения значений. Чтобы установить режим отображения формул, нужно на вкладке «Формулы» в разделе «Зависимости формул» нажать кнопку «Показать формулы». И третий режим – режим выполнения вычислений. Все вычисления начинаются с ячейки, расположенной на пересечении первой строки и первого столбца электронной таблицы. Вычисления проводятся в естественном порядке. Если в ячейке изменяются данные, то документ пересчитывается заново. В Excel для выбора режима вычислений нужно выполнить команды «Файл», «Параметры», «Формулы». И в разделе «Параметры вычислений» нужно отметить «Автоматически». Давайте вспомним. Ссылка – это запись, которая используется для связи одной части документа с другой частью. С ссылками вы встречаетесь, когда, например, осуществляете поиск в интернете. В поисковик вводим запрос «Электронные таблицы». Поисковая система делает выборку по своей базе и выдает нам как результат ссылку на сайт. В электронных таблицах также широко используются ссылки. Ссылки в электронных таблицах – это указание на ячейку или диапазон ячеек, содержащих данные, которые требуется использовать в формуле. Есть несколько типов ссылок. Относительные – это ссылки в формулах, которые изменяются при копировании. Абсолютные – это ссылки в формулах, которые не изменяются при копировании. Смешанные – это ссылки в формулах, содержащие абсолютную и относительную части. Как вы знаете, форму из одной ячейки можно скопировать в другую. В электронных таблицах копирование можно производить сразу в диапазон ячеек. Для этого нужно выделить ячейку с формулой. На вкладке «Главное» в разделе «Буфер обмена» нажать «Копировать» или сочетание клавиш Ctrl+C. Выделить диапазон ячеек, в который копируется формула. На вкладке «Главное» в разделе «Буфер обмена» нажать «Вставить» или Ctrl+V. Разберемся подробнее с типами ссылок. Относительные ссылки. Использовать относительные ссылки – это все равно, что следовать указанию направления движения по улице. Например, прогуливаясь по городу, вы поинтересовались у прохожего, как пройти к обелиску, памятнику. Прохожий ответил: «Вам нужно пройти прямо по улице, затем свернуть направо». Однако, если каждый раз выходить из различных начальных мест и придерживаться этих инструкций, к обелиску вы не доберетесь. То есть относительная ссылка – это ссылка, которая зависит от того, где находится формула. Например, пусть в ячейке C2 записана формула B2 плюс 3. В ячейке C2 находится относительная ссылка на ячейку B2. Данную запись табличный процессор воспринимает так. К содержимому ячейки, которая находится слева от ячейки с формулой, нужно прибавить 3.
Если мы скопируем данную формулу и вставим в другое место, то относительная ссылка будет изменяться по следующим законам. Если вставлять формулу вдоль столбца, то в ссылке изменяется номер строки. Если вставлять формулы вдоль строки, то в ссылке изменяется буква в имени столбца. Если вставлять формулы по диагонали, то в ссылке изменяется и номер строки, и имя столбца. Таким образом, относительные ссылки – это ссылки в формулах, которые изменяются при копировании. Следующий тип ссылок – абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка – это ссылка, которая не зависит от того, где находится формула. Абсолютная ссылка на ячейку или диапазон ячеек будет всегда ссылаться на один и тот же адрес строки и столбца. Если сравнивать с указанием направления движения, то прохожие ответят, например, так. Обелиск находится на пересечении проспекта Манас и улицы Масалиева. Вне зависимости от места старта это будет приводить к одному и тому же месту. Если нужно, чтобы в формуле адрес ячейки оставался неизменным при копировании, то должна использоваться абсолютная ссылка. Абсолютная ссылка может быть создана только при наборе формулы, где перед адресом строки и столбца вводится знак $. Например, $D, $2. При изменении адреса ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменится. Например, в ячейке C2 записана формула $B, $2 плюс 3. При копировании формулы с абсолютной ссылкой в другие ячейки вдоль строки или столбца формула не изменяется, и таблица будет выглядеть следующим образом. Рассмотрим следующий тип ссылок – смешанные ссылки. Если в формуле последовательно нажимать клавишу F4, то знаки $, перед именем столбца или номером строки добавляются или убираются. Мы получаем так называемые смешанные ссылки. У смешанных ссылок при копировании остается неизменной либо ссылка на номер строки, либо ссылка на имя столбца. Рассмотрим пример со смешанными ссылками. В ячейке C2 записана формула $B2 плюс 3. Здесь ссылка на столбец абсолютная, а ссылка на строку относительная. При копировании формулы в другие ячейки вдоль строки или столбца таблица будет выглядеть следующим образом. То есть при копировании формулы со смешанной ссылкой в другие ячейки абсолютная часть формулы не изменяется, столбец B, а относительная часть, номер строки, изменяется. Таким образом, смешанные ссылки – это ссылки в формулах, содержащие абсолютную и относительную части. Решим следующую задачу. В магазины поступил товар с артикулами ТВ-01, ТВ-02 и ТВ-03 и соответствующими закупочными ценами 306 сом, 228 сом и 237 сом. В первом магазине наценка на товар 17%, а во втором 25%. Нам требуется рассчитать отпускную стоимость товара при наценках с учетом, что закупочная цена фиксирована. Заполним таблицу. В ячейку D4 запишем следующую формулу, содержащую смешанные ссылки. При копировании формулы в другие ячейки мы получим таблицу следующего вида. Включим режим отображения формул. Для этого нажимаем вкладку «Формулы» в разделе «Зависимости формул». Выберем «Показать формулу». Обратите внимание, мы рассчитывали отпускную стоимость товара по одной и той же формуле, исходные данные для которой находились в разных ячейках. У смешанных ссылок при копировании относительная часть адреса меняется, а абсолютная часть адреса не меняется.
Сегодня на уроке мы с вами узнали, что такое электронные таблицы, какие данные можно вводить в ячейки таблицы, а также познакомились с основными режимами работы электронных таблиц и ссылками. Наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч!